Внимание! Коррупция – это враг. Приготовились? Здесь, естественно, законодательный тупик. Поехали! Добрый день! В эфире «Чегемская правда». Прошедшая неделя обернулась для нас огромным ростом, катастрофическим ростом количества заболевших коронавирусом. Омикрон идет семимильными шагами, топает семимильными шагами по территории Абхазии. И так топает, что у нас закрылась центральная лаборатория в связи с тем, что 90% сотрудников этой лаборатории оказались больными. И, в общем-то, сейчас огромные цифры больных и те статистические данные, они, в общем-то, не отражают этого количества. То есть, действительно, ситуация катастрофическая, при этом мы находимся в стадии выборов, у нас уже более 100 инициативных групп зарегистрировано. О выборах, о пандемии, а также об НПО, в силу того, что последние 2 недели очень много говорили и в социальных сетях, и было обращение НПО, специальное обращение по этому поводу НПО. Мы об этом поговорим с нашим постоянным экспертом Астамуром Таня. Добрый день, Астамур. Ну, в общем-то, начну я все-таки с пандемии. Действительно катастрофическая ситуация. Более 2000 больных было зафиксировано, официально зафиксировано на прошлой неделе. При этом эти цифры действительно не совсем отражают ту картину, которая есть. Количество больных наверняка больше, учитывая то, что не все могут сдать анализы в силу того, что там и центральная лаборатория закрылась. То есть огромные проблемы. При этом правительство говорит, что все контролирует, но тем не менее ситуация действительно сложная. И очень много голосов о том, чтобы там перенести на какой-то период выборы. Насколько вот эта ситуация является такой форс-мажорной для этих выборов? Как ты думаешь? Ну, и пандемия вообще это форс-мажор, продолжающийся уже 2 года. Вот. Что касается выборов, ну, вы понимаете, нету конституционных механизмов, которые позволили бы эти выборы перенести. Потому что единственными причинами для переноса этих выборов это какие-то чрезвычайные события, военные действия. Ну, раньше, когда создавалось наше законодательство, никто не предусматривал, что может быть в качестве чрезвычайной ситуации эпидемия. Потому что мы считали, что эпидемии такие, это что-то давно забытое, и которое никогда не вернется в нашу повседневную практику. Вот. Здесь, естественно, законодательный тупик. Как его разрешить? Ну, я не знаю, мне говорят, что этот омикрон, он не такой опасный. И, в принципе, невозможно его распространение остановить. Потому что даже опыт крупных государств показывает, что там, где даже тотальная была вакцинация, все равно много заразившихся. Но смертность несопоставимо меньше. Во-первых, и медицинские службы научились с этим справляться. Во-вторых, скорее всего, омикрон действительно несет такую вот опасность, как предыдущие вариации этого коронавируса. Вот. Здесь нужно подумать, какие меры в рамках действующего законодательства, если достаточно, вот если действительно мы не будем выходить на какие-то действительно тяжелые ситуации, вот, когда можно будет уже обсуждать вопрос о экстренных, каких-то чрезвычайных, экстраординарных мерах, которые ранее здесь не применялись, вот, которые могут быть включать в этом случае, наверное, и рассмотрение вопроса о переносе выборов. Вот. Хотя, еще раз говорю, у нас законодательной базы для этого нету в настоящее время. Вот. Нужно подумать, как обезопасить людей во время проведения этих выборов. Конечно, придется, мне кажется, недопустимо будет проводить встречи с избирателями в каких-то, осуществлять массовые сборы избирателей. Мне кажется, это
кандидаты в депутаты должны прийти и сами к пониманию, и ЦИК, наверное, может издать соответствующую инструкцию, чтобы в большей степени люди занимались агитацией через какие-то средства массовой информации, то есть не требующие каких-то массовых встреч. Мне кажется, массовые встречи совершенно недопустимы. У нас будет взрыв заражаемости этим коронавирусом. Вот. Можно подумать о том, чтобы, допустим, на избирательные участки больше определенного количества людей не допускалось. Ну, усилить какие-то мероприятия с участием правоохранительных органов, чтобы перед зданиями участков не собирались в большом количестве люди. Ну, какие-то нужно разработать вот совместно. И чтобы кандидаты в депутаты тоже, ну, потому что у нас выборы у нас свободные. Вот, и тут нужно обязательно с этими людьми разговаривать, кто выдвинулся, с их участием вырабатывать вот эту всю противоэпидемиологическую повестку на период проведения выборов. Ну, если у нас, в общем-то, агитация, она вот в таких ограниченных формах будет проходить, насколько тогда качественным будет этот выбор людей, то есть насколько люди будут иметь возможность действительно глубоко изучить вот тех кандидатов, а не так поверхностно по этим роликам, которые будут демонстрироваться на телевидении, на государственном телевидении. Я думаю, там у нас будет где-то около 200, наверное, кандидатов, 100-150 точно будет кандидатов. То есть просто времени не останется на то, чтобы как бы показать вообще, что они из себя представляют. Там трехминутные ролики, не больше. То есть это вопрос качества сильно скажется. И люди, когда напрямую не смогут встречаться со своими кандидатами и действительно как бы задавать беспокоящие их вопросы, насколько тогда этот выбор будет их оптимальным, а не вот таким гаданием на кофейной гуще. Ну, в определенной степени это и так гадание на кофейной гуще. Но еще раз говорю, если даже проводить встречи, они нужно помещения проветриваемые, я не знаю, не более какого-то количества людей. Все это должно быть учтено. И я не знаю, какие способы контроля, я думаю, все-таки нужно будет активизировать работу правоохранительных органов, способы контроля за соблюдением этих мер во время агитации. Вот. Пока только это, пока у нас плохо. Да. Но пока только это можно предложить. Дальше смотреть, как будет ситуация развиваться. Но если она примет, конечно, еще раз говорю. Но вот сейчас идут, я как знаю, идут постоянно консультации между властью и оппозицией. Есть ли у тебя какие-то подробности вот этих консультаций? Нет, ну я полагаю, что очень хорошо, что на себя функцию такого посреднической структуры взяла Общественная палата. Это очень правильно, потому что самим участникам вот этих процессов, вот, которые у них часто диаметральные разногласия по развитию страны, и межличностные у них тоже существуют не вполне хорошие отношения. Вот. Поэтому здесь необходим посредник. Вот. Общественная палата избрала такой подход. Она провела встречи с представителями общественности, интеллигенции, научной среды, чтобы выслушать их мнение. Для того, чтобы на его основе, на основе изучения этих разных подходов, выработать свой какой-то подход. Так я, насколько понимаю. Мне тоже довелось участвовать в одной из таких встреч, и состоялся на самом деле очень важный разговор, который для себя я извлек из него, что и к власти, и к оппозиции в обществе существует, особенно вот в среде интеллигенции, существует очень критический взгляд на их деятельность. Вот. Это должны учитывать и представители обеих сторон.
Вот. И может это хорошо, что такой критический взгляд, потому что можно будет выработать какой-то более-менее нейтральный подход к разрешению этой проблемы. Но в то же время у оппозиции, у власти есть совпадения по некоторым вопросам. Я вот как-то говорил в одной из передач наших. Например, по вопросу конституционной реформы относительно вот архитектуры взаимоотношений исполнительной и законодательной ветвей власти. Вот. Здесь, если есть точки соприкосновения, то это уже, мне кажется, может служить основой для выработки других каких-то взаимоприемлемых решений приемлемых в целом для общества. Но насколько эти консультации затянутся, и надо учитывать еще все-таки то, что президента уже там больше месяца нет в стране, а у нас всегда все обычно завязано на президенте. Без президента это не решается. Да, без президента это не решается, и насколько это вообще процесс такой долгоиграющий, не может наложиться вот эта затяжка времени, привести там к очередной, тем более сейчас у нас парламентские выборы, к очередному витку напряжения. Ну, я надеюсь, что президент скоро приедет в Абхазию. И потому что переговоры-то, насколько я знаю, идут с участием вице-президента. Наверное, президента информируют о их ходе, о достигнутых каких-то договоренностях. И я думаю, к тому моменту, когда он сюда приедет, уже что-то, какой-то документ, наверное, будет сформулирован. Хорошо. Тогда мы все-таки перейдем к очень важной, думаю, теме НПО. В последние 2 недели активно в сети обсуждается вообще нужны, не нужны абхазские НПО. То есть я такого диаметрального взгляда на эти вещи давно не видел, когда вот так общество как бы разделилось, когда одни там за, другие против категорично. И уже речь идет о том, что в парламенте будет как бы в разработку принят документ о деятельности об иностранных агентах. Это вот аналогичный российскому законопроект. Будет принят, и более 600, кажется, человек уже подписались под обращением к парламенту, к власти, к президенту, правительству и парламенту с тем, чтобы не давать ходу таким действиям. Насколько вообще эта тема, она, по-твоему, действительно болезненная для Абхазии? Ну, я не хочу комментировать российскую практику. Я не знаю причин, почему в России приняли это законодательство. Хотя я тоже считаю, что это было ошибочно. Ну, сейчас и президент Путин как бы заявил, что надо все-таки какую-то ревизию произвести. Что смотреть? Поскольку мы живем в капиталистическом обществе. Вот. В этом обществе за период его истории сформировались свои институты, регулирующие взаимоотношения между правящими элитами, различными сегментами общества. То есть эти инструменты, они работают на то, чтобы не происходило каких-то потрясений, революций, чтобы не происходил разрыв между властью и народом. Это такие вот капилляры, по которым осуществляется коммуникация. Кстати, НПО – это не самый главный элемент гражданского общества. Это один из элементов. Частью этого всего является, конечно, свобода СМИ, политические партии, вот, свободно конкурирующие на основе своих программ за приход к власти, и неправительственные организации. Конечно, они являются частью вот, самоорганизации общества. Вот. Если эти все сегменты отсекать, то, мне кажется, создается очень опасная ситуация, когда вот говорят, что исчерпан лимит на революции, А революции происходят не потому, что лимит на них не исчерпан,
А потому что именно происходит разрыв между властью и обществом. Общество не может донести до власти свое мнение и рассказать свободно о своих нуждах. Вот. И происходит накопление вот этой энергии. И если вот эти механизмы, о которых я говорил выше, не работают, то есть вероятность, конечно, всяких потрясений. И я думаю, что это вообще создает условия для прихода к власти каких-то левых радикалов. Вот. Ну, это если говорить о проблеме, которая существует на постсоветском пространстве. Вот Казахстан, события в Казахстане, это все понимают, что это не результат деятельности никаких внешних сил или там неправительственных организаций. Это результат того, что 1% населения страны владеет 80% активов этой страны. Вот. И, понимаете, капитализм, он стремится к увеличению прибыли. И сколько будет возможность, вот социальная активность бизнеса, она возникает только тогда, когда общество начинает влиять на политику всяких корпораций, крупных всяких этих капиталистических предприятий, когда общество, в том числе путем выражения своего недовольства, или через профсоюзы, или через шествия, начинает влиять, вот тогда начинается вот эта социальная политика бизнеса. НПО, вот если говорить, собственно, о наших НПО, вот, у нас же своя практика давно существует. Они активно работают. Ну, с 97-го года или 96-го года стали появляться первые НПО на территории Абхазии. Вот. Ну, кстати, вот никто, наверное, не припомнит, чтобы хоть в одной революции НПО участвовали у нас. Вот у нас есть и во власти, и в оппозиции люди, которые по 3 раза участвовали в разных такого рода событиях. Вот. И никто их пока не провозгласил агентами ЦРУ. Вот. Потому что эти события у нас происходят не потому, что они продиктованы какими-то враждебными внешними силами, они происходят по внутренним причинам. Вот эти внутренние причины нужно устранять. Вот. А что касается НПО, то у нас давно выработалась практика взаимодействия власти с неправительственными организациями. Мне достаточно было странным читать в сети, что эти НПО у нас вообще не подконтрольны и так далее. Но это вот такой обывательский взгляд. Но в реальности все НПО, они подотчетны Министерству юстиции, их тщательно проверяет налоговая инспекция. То есть, если я знаю те, допустим, НПО, которые участвуют на экспертном уровне, у них постоянно консультируются они с МИДом. То есть это достаточно, в общем, контролируемое сообщество НПО. С другой стороны, вот мы говорим о том, что НПО не участвует в революциях, представители НПО, да? Хотя вот все время я слышу, где-то обвиняют, что это вот они чуть ли там не виноваты в этих революциях. Да. Но, у нас маленькое общество, у нас... Но по большому счету, в силу того, что у нас огромные социально-экономические проблемы всегда у нашего государства, НПО, они как раз, может быть, даже, наверное, оттягивают вот своей деятельностью создание вот этих кризисных моментов в силу того, что там они исполняют многие социальные там проекты поддержки там малоимущих населения. То есть я там несколько лет назад ездил по Ачимчирскому району и видел вот действительно обездоленные несчастные семьи, которым там строили там маленькие домики, они там жили там, я не знаю, в каких-то землянках, люди действительно жили в землянках, и вот им строили. Государство, просто, наверное, не знает о их существовании. Но вот этим людям помогли вот через НПО, там эти НПО находили каких-то международных доноров, этим людям строили дома, там какие-то, может быть, там малые какие-то предприятия
предприятия, там какой-то инвентарь покупали для того, чтобы они занимались каким-то там сельскохозяйственным трудом, там какие-то машинки швейные и так далее. То есть людям действительно это был как бы огромная помощь. У государства вот такой возможности нет. У государства даже они, наверное, на счету не стоят эти люди, да, семьи, у которых там 7-8 детей, ну, которым, в общем-то, никакой абсолютно помощи от этого государства нет, но единственное, что регулярно их вспоминают в процессе выборов, чтобы они пришли, проголосовали, и для них на этом, в общем-то, связь с этим государством заканчивается. Но вот здесь как раз НПО, оно оттягивает. И мне, наверное, мне кажется, НПО в этом плане, оно плохо все-таки говорит реальности о своей работе, потому что действительно очень многие люди имеют достаточно смутное представление о том, что происходит. Это, наверное, связано с тем, что, несмотря на то, что в неправительственных организациях достаточно много людей работает, они сторонятся вообще политики. Вот я, насколько вижу, они не участвуют в деятельности каких-то политических партий, потому что у них, видимо, достаточно много работы. Вот. Во-вторых, ну, видимо, для них это какая-то ниша. Вот. И ниша, в которой они могут реализовывать свои идеи по социальным вопросам. Вот. И мне кажется, что у власти, вот я еще хочу продолжить, сложились такое довольно хорошие рабочие отношения. Что касается вот тех проектов, которые связаны с политологией, вот, я многолетний участник этих процессов. Я вам, да, ну понимаете, у Абхазии инструментарий для, допустим, продвижения своей позиции. В силу того, что мы не имеем полномасштабного признания, да, у нас довольно ограниченный инструментарий. И, допустим, туда, где, допустим, не придет абхазская официальная структура, могут прийти абхазские неправительственные организации, вот, которые могут служить вот таким, что называется, рупором, через которое наша позиция транслируется в большой мир. Вот, и эти все встречи политологические, они для абхазских властей тоже служат своего рода лабораторией, где встречаются разные эксперты из разных стран, из России, из, не знаю, США, Европейского Союза. Они обсуждают возможные модели, как региональную стабильность установить, как примирить интересы этих акторов, которые здесь могут быть представлены. То есть я ни разу не помню, чтобы это как-то преобразовывалось в какие-то действия, которые подрывают там, государственность Абхазии или внутриполитическую стабильность в Абхазии. Вот. Понимаете, мы все живем в мире пропаганды. Вот. Но надо понимать, что да, вот есть российская пропаганда, есть абхазская пропаганда, есть западная пропаганда. И порой в ней очень трудно найти, да, вот, например, вот сейчас слушаешь, если слушать западные средства массовой информации, война на Украине уже идет практически. Вот уже вторглись, вот-вот или вот-вот вторгаются, завтра, послезавтра вторгнутся. Вот. Эти кричат, даже Зеленский кричит, никакой войны не будет. И Россия тоже. Да, и Россия говорит, никакой войны не будет. Вот, поэтому население, как правило, наше население, как привыкло. Вот выходит, допустим, какая-то статья вышла в телеграм-канале, все в одну кучу навалили, и антитеррористические учения, и НПО туда, и почему-то в этом репатриантов тоже. Но эти люди, которые такой пропагандистский продукт выпускают, они совершенно не владеют ситуацией, не понимают ситуацию в Абхазии, в общем, мировоззрение нашего народа. Вот.
эти вопросы махаджиров для нас это часть нашего национального мировоззрения, часть нашей исторической памяти. И связывать, что это как-то наши отношения с махаджирами какую-то стабильность могут подорвать, что-то там искажают наше мировоззрение. У нас факельные шествия не такие, как были в Берлине в 30-е годы. У нас факельные шествия на набережной, они связаны с данью памяти этим людям. Это тысячи людей стали жертвами этих трагических событий. Это же мы же не можем от этой исторической памяти отказываться. Но тем не менее, там не мешает нам, мы строим, мы ни один сумасшедший, ни НПОшник, ни другой в Абхазии не высказывал мысль, что давайте не будем развивать союзнические отношения с Россией. Давайте не будем развиваться в рамках экономической интеграции, там, ослабления таможенных всяких дел. То есть, а зачем искусственно создавать, вот, допустим, учения, когда абхазы российские проходят, в Абхазии все это с гордостью воспринимают. А зачем туда придавать какой-то внутриполитический контекст, что это на какие-то... Но при этом эта информация у некоторой части нашего сообщества, она воспринимается за чистую монету. Хотя, думаю, посмотрите вообще, что происходит вокруг. Как будто бы эти люди живут не в Абхазии, а где-то там, я не знаю, там на Урале, на Камчатке. У нас совершенно нужно понимать, что в абхазское общество здесь есть и коммунисты, и демократы, и националисты, все есть, но насчет отношений с Россией здесь полный консенсус. Зачем искусственно из каких-то людей делать противников абхазо-российского сотрудничества в пропагандистской сфере? Зачем это делать? Мне кажется, это вредно. Вот, поэтому к этой пропаганде такого рода нужно очень осторожно относиться. Но мне кажется, здесь все-таки некие клише, которые были сформированы там и работают там в российском обществе, они переносятся к нам и пытаются... Вот если все, что есть в российском обществе, на нашу почву перенести, я думаю, мы задохнемся. Потому что мы маленькая страна. У нас все друг друга знают. И вот хорошо, приняли закон об иностранных агентах. Пришел человек, который вот такой статус. У него фамилия есть, у него род есть, понимаете? Он придет, его будут что? Да я думаю, сами представители органов власти, им будет стыдно их называть иноагентами. Вот это просто нужно понимать, что здесь общество с теснейшими горизонтальными связями. И мы, когда у нас есть внутренние проблемы, но мы их худо-бедно сами должны решать. Вот. А что касается отношений с Россией, у нас вообще никаких вопросов нет. У нас все нормально. У нас не возникает никакого в этом смысле противодействия. Вот. А что касается внутренней повестки, мы же государство создали не на зло Грузии и не для того, чтобы удовлетворить интересы России. Мы его создали, чтобы в нем жить как свободные люди. Может, у нас будут свои ошибки. Пусть мы сами найдем решение этих ошибок. Если взять абхазов, которые жили, наших предков, которые 100-120 лет назад здесь жили, и нынешних абхазов, гигантский прогресс. Это гигантский прорыв цивилизационный. Маленький народ, который через махаджирство прошел, через репрессии прошел, через всякое вот это мракобесие прошел в советский период. В советские годы, в 1967 году, в 1978 году абхазцы не боялись выходить на площади, выражать свое отношение против несправедливой в отношении их политики. Они это делали и будут делать. И никто тут не, понимаете, если не слушать свой народ, они это и завтра будут делать. И тут нужно смотреть на причины этого недовольства. И тогда не будет этого недовольства. На улицу выплескиваться ничего не будет. Но, с другой стороны, вот вся эта дискуссия вокруг темы НПО, она очень негативную вещь рождает. Это создание некого образа врага в абхазском обществе. То есть это, мне кажется, опаснее вещи сложно придумать, когда ты начинаешь, в общем-то, искать людей, которые не имеют отношения, допустим, к управлению государства, ко всем этим огромным проблемам, которые сложилось, и ты пытаешься заниматься вот поиском этих
общих врагов. Мне кажется, у нас один общий враг, наверное, коррупция – это враг. Вот я понимаю, да, борьба с коррупцией, там, вот эта вся расхлябанность, неисполнение там каких-то законов, да, очень много вещей, от которых нам надо избавиться, в том числе от этих бесконечных переворотов, которые у нас происходят, да, от вот этой анархии, которая начала повсеместно охватывать всю Абхазию, да, от власти до обычного гражданина, когда он вообще положил на всю эту власть и делает, что хочет. Да, вот с этим, наверное, надо бороться. А вот просто искать в людях, которые исполняют какие-то вещи, тем более, которые подконтрольны государству, и называть их врагами, мне кажется, это очень опасная вещь. Наверное, самая опасная вещь для самого абхазского проекта. Дальше можно пойти, средства массовой информации можно объявить. Если, допустим, тебе какое-то средство массовой информации не нравится, это не значит, что нужно все средства массовой информации запретить, допустим. Если, понимаю, там, если кто-то занимается экстремистской деятельностью. Да, это не значит, что да, он использует средства массовой информации, YouTube использует. Давайте YouTube запретим на территории Абхазии. То есть у нас проблема все равно и у России, и у Абхазии проблема интеграции в глобальный мир. Вот это будет происходить. В России я уверен, что будет пересмотр происходить этой политики. Потому что иначе это чревато, и это не только касается НПО, вообще в целом гражданского общества. Я думаю, что это будет пересмотр происходить политики, потому что иначе государство утрачивает механизмы за контроля за социальными процессами. Датчики теряет в обществе, понимаете? Да. А вот эти НПО, партии, средства массовой информации, это являются датчиками, пульсами состояния здоровья государственного вообще организма, общественного организма. В основном вот тема НПО, она достаточно такой, как бы, конфронтационный аспект приняла в контексте того, что очень многие проекты завязаны там на грузино-абхазских делах, да, там на переговорных процессах, на разного рода экспертных площадках, в котором участвуют там абхазские политологи, там действующие политики и так далее. И многие считают, что вот, допустим, нельзя вообще с грузинами никак переговариваться. Вот есть власть, есть Женевская площадка, Женевские дискуссии, и все остальное как бы нам не нужно. То есть никакие эксперты там ни в каких встречах они не должны участвовать. Для меня это, конечно, действительно проблема. В силу не очень понятно, допустим, чем отличается, допустим, по качеству знаний там в этой области, по своему патриотизму, допустим, условно, Теос Тамуртани, который там в свое время участвовал как и официальное лицо на таких переговорах, и просто как независимый эксперт, да, там, или там Вячеслав Чирикба, да, бывший министр иностранных дел, он тогда как министр участвовал, а сейчас будет участвовать, да, условно говоря, там, как независимый эксперт таких этих. В чем разница? Почему нет такого доверия у общества, там, допустим, к людям, которые не наделены властью? Почему они не могут участвовать и почему нужны вот такого рода экспертные площадки и участие вот в таких делах? Я уже говорил, что это лаборатория, потому что с теми идеями, которые там обсуждались, эти эксперты, они же к себе домой не пойдут, это бессмысленное занятие. Они придут в органы государственной власти, в Министерство иностранных дел, к президенту, там, в администрацию президента, потому что они же не могут это реализовать, то, что они обсуждали. Они эти идеи должны предложить тем, кто наделен соответствующими полномочиями. А те, кто наделены полномочиями, у них часто нет возможности на официальном уровне обсуждать эти вопросы. Да, они могут теоретически их интересовать, а как вот хотя бы их на экспертном уровне проработать? Ну, как вот, допустим, какой-то вопрос, как это повлияет на интересы Абхазии, как к этому отнесется Грузия, как это влияет на геополитику, каковы интересы России, да, будет ли столкновение интересов в России, потому что ни один серьезный внешнеполитический проект
связанный с Абхазией. Без согласия России он никуда не двинется. Да, соответственно, это фактически интеллектуальный продукт, который могут эти люди обсудить, которые потом принимают решения. Двигаться по этому направлению, не двигаться по этому направлению. Вообще для этого существует не только непризнанные государства, занимаются экспертизой внешней политики. Это же абхазское направление, это вообще мизерная часть. Вообще, честно говоря, в последнее время к абхазскому направлению интерес международного экспертного сообщества минимальный. Да. Периферия. Периферия, минимальный интерес. Потому что, они, здесь, вроде все понятно, да, и не стреляют, и слава богу, Да, или обычно что интересует? Это же мы живем в пиаровском мире. Людей что интересует? Вот там, где идет война, где-то, допустим, вот это вызывает интерес. И начинают эти направления, они больше получают поддержку от разных государств, от разных экспертных центров. И эти направления интересны. А здесь стабильно в Абхазии. Здесь минимальный интерес экспертного сообщества. Я не вижу, что... И тем более, еще раз повторяю, этот экспертный продукт, он не имеет никакой цены, пока им не воспользовались те, кто принимает конкретные решения. Если они ими не пользуются, значит, не... С другой стороны, мы постоянно должны все-таки участвовать в этом в силу того, что у нас ограничено, в силу нашей ограниченности нашего признания, нам надо участвовать в такого рода площадках, потому что не думаю, что там, допустим, официальные лица могут, допустим, встречаться там где-то в Лондоне, Брюсселе или Париже с какими-то чиновниками Европарламента или Евросоюза или каких-то очень крупных экспертных кругов участвовать. Да? Есть определенные все-таки ограничения. Но вот там голос Абхазии, наверное, об абхазской позиции вот эти центры, которые принимают какого-то рода решения, а для нас это действительно проблема в силу того, что там Евросоюз поддерживает, поддержал этот закон об оккупации, и у нас есть огромные ограничения со стороны Евросоюза, и для нас жизненно необходимо все-таки доносить до этих центров о том, что мы не оккупированная территория, и для развития, для стабилизации, для развития региона, для стабилизации ситуации в регионе все-таки необходимо вот такого рода ограничительные меры снимать и отказываться от них, от подобного рода санкций. Но, естественно, если мы не скажем о себе, о нас никто не скажет. И нам, понятно, что завтра никто Евросоюз завтра не отменит. Но так или иначе вода камень точит. И когда-нибудь этот момент наступит, когда есть определенные все-таки... Мы же не верили, что Абхазию когда-нибудь признает. Есть определенные все-таки вещи, где есть все-таки позитивные движения. Это и касается отдельных образовательных программ, когда наши студенты могут ездить учиться в западных вузах, по абхазской квоте, то есть и нам надо все, понятно, что это может такое незначительное, но так или иначе нам надо работать в этом. Комментария немного. Что есть, использовать. Нам надо использовать то, что есть. С другой стороны, у нас, мне кажется, есть определенные, конечно, комплексы. Я наблюдал ситуацию, то, что сейчас происходило, очень резонансный был этот опрос, который проводил Центр социально-экономических исследований под руководством Олега Доминина. Результатов не читал. Я результатов не читал, я видел некоторые анкеты, которые были размещены в социальных сетях, с вопросами. Там были, конечно, вещи, которые действительно раздражают. Условно говоря, как вы относитесь, согласны
ну, там, перечни вопросов, согласны ли вы там, жить, там, там, входить, чтобы Абхазия входила, формально входила там, там, в Грузию и так далее, там, с большой автономией такой, да, долей автономии. Но я, честно говоря, да, очень много всяких возмущений было, но я думаю, мне кажется, мы все-таки народ, который уже через там, войну, через все прошли, через блокаду и так далее, и мы говорим, что мы строим абхазское государство, и для нас, мне кажется, такого рода вопросы, ответы должны быть, как бы очень спокойно говорить, да, мы против. Мы против, то есть, с одной стороны. С другой стороны, это социологическое исследование. Мне кажется, если власть, если государство не имеет возможности проводить такого рода масштабные исследования, то хорошо, что находятся там деньги, доноры, которые могут профинансировать такого рода проекты и знают о настроениях общества. Я думаю, вот эти данные, вот эти исследования, которые были проведены, и результаты этих исследований, это хороший материал для дальнейшего изучения вот тех проблемных вещей, которые у нас есть. И мне кажется, вот сразу как бы говорить, что АТО его не надо проводить, я не знаю той страны, где как бы все общественные настроения как бы на глаз отмеряются. Это все-таки страна, любой процесс, любое начинание, оно происходит из исследований, из вот этих общественных настроений и так далее. И мне в этом плане кажется, все-таки вот нам не хватает, и эта власть сама должна говорить об этом, что вот что есть какая-то потребность. С другой стороны, нам нужно все-таки объяснять, мы народ-победитель, который вышел с этой огромной тяжелой ситуации, с огромными жертвами, да, лишениями блокадными, вышел и пришел к своему признанию, да, нашей государственности, да, хотя бы со стороны России и ряда других государств. И мы, в общем-то, должны быть уверены в своем проекте, да, и уверены в своих гражданах, да. И вот это, мне кажется, наверное, вот та вещь, когда мы должны все-таки доверять своим гражданам, своему народу, да, и какие-то сомнения, там, игры в этих патриотов, кто более патриотичный, мне кажется, здесь это крайне опасная вещь. Все мы люди, все мы граждане Абхазии, да, и каждый знает ценность этого проекта. И в этом контексте я, наверное, все-таки, Астамур, буду закругляться и говорить, да, и подводить черту. Я бы хотел бы ты все-таки, да, чтобы тоже высказал свое резюме некое. Я считаю, что давно назрела необходимость создания какого-то социологического центра государственного или существующего при поддержке государства, пусть он будет независимый центр, ну, как какое-то бюджетное финансирование, чтобы для него выделялось, эта необходимость существует. Ну, я в целом разделяю твою позицию, потому что у нас очень консолидированное общество, и на такие простые вопросы оно известно, как отвечает. Вот. Но в то же время, знаешь, с учетом существующего контекста и внешнеполитического, внутриполитического, вот авторы подобных опросов, они все-таки это должны учитывать. Какую это может, во-первых, как это может использоваться в пропагандистских целях. Вот, подобного рода работу, понимаете? Как на это будет реагировать наше общество. То есть, когда формируется такой пул таких вопросов относительно политики Абхазии, нужно вот эти все обстоятельства учитывать, чтобы не создавать какие-то конфликтные точки. Да. Вот это есть, конечно, пожелание. А так, конечно, у нас большой дефицит в социологических исследованиях. И я надеюсь, что все-таки это не должен быть. Я, честно говоря, не хотелось бы, чтобы это был какой-то социологический центр при президенте или при парламенте, при правительстве. Не нужно. Вот если какая-то будет организация, которой выделяется бюджетное финансирование, в которой работают профессионалы, не зависящие от политической конъюнктуры, мне кажется, это будет очень полезно для нашего государства, вот, создать вот такую вот структуру.
Да, и мы просто не знаем, у нас часто на ощупь идет. Почему у нас часто совершаются ошибки, мы утыкаемся в какие-то все время неразрешимые проблемы? Потому что мы не знаем, чего наши граждане хотят, как они на это будут реагировать. Вот. Это очень важный инструмент поддержания стабильности в обществе. Поэтому я надеюсь, что как-то это будет компенсировано. На этих позитивных пожеланиях мы будем все-таки подводить черту под нашей передачей. Напомню, что сегодня мы говорили и о пандемии, и говорили о выборах, говорили о неком о способности власти договориться с оппозицией и выработать все-таки такую некую дорожную карту, при котором Абхазия могла бы развиваться, а не периодически штурмовать или защищать президентский дворец. И говорили о неправительственных организациях, о их деятельности, о их пользе и эффективности. В общем, мы говорили о сегодняшнем дне Абхазии. И сегодня в гостях у нас был наш постоянный эксперт Астамур Таня и я, Инал Хашик. До свидания. До свидания.